الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, сегодня мы расскажем о том, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял милость, сострадание к своему уммату. Как Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял сострадание к людям, нуждающимся. Приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалям, от Анаса, радiyallahu анху, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة القصيرة أو الخفيفة. Анас, радiyallahu анху, говорит, когда, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал намаз, если он слышал плач ребенка, то Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, читал, говорит, короткую суру и быстрее, говорит, завершал намаз. Облегчал, говорит, намаз, когда ребенок плачет, значит, слышал плач ребенка. Для чего это делал? Проявляя сострадание к матери ребенка, который слышит, как ее ребенок плачет. И сердце, которое переживает, проявляя сострадание к матери ребенка. Также приводится у имама Бухари и муслима мин хадиси Катадата, радiyallahu анху, саллаллаху алейхи вассалям, قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في الصلاة مما أعلمه من شدة وجد أمه. Достоверный хадис Бухари и Муслим, который приводит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: я, говорит, вступаю в намаз, желаю ее удлинить. И когда я слышу плач ребенка, я, говорит, свой намаз сокращаю, укорачиваю. Длинные суры не читает, читает короткие суры, потому что, говорит, я знаю, как сильно переживает сердце матери этого ребенка, который слышит, как ребенок плачет, проявляя, говорит, сострадание к матери ребенка, который переживает. Я, говорит, хочу, говорит, удлинить намаз. Потом, говорит, его укорачиваю, читая короткие суры. Маша Аллах. وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا أقمنا عنده 20 ليلة فظن أن قد اشتقنا أي إلى أهلنا كما في البخاري فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. Малик ибн аль-Хуайрис рассказывает и говорит: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы, говорит, возле него находились в течение 20 дней. Вышли, говорит, из дома, от пророка, говорит, не отходили, саллаллаху алейхи вассалям, не покидали его в течение 20 дней. Когда, говорит, прошло 20 дней, пророк, алейхиссалату вассалам, когда, говорит, мы собрались возле него, он, говорит, у нас спросил о наших семьях, о наших детях. Мы, говорит, ему ответили на его вопросы, рассказали ему. Затем, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: вы, говорит, сейчас своим семьям возвращайтесь к себе домой, возле них тоже побудьте, говорит, нам сказал, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, проявляя, говорит, сострадание к нам, думая, что мы уже, наверное, соскучились по нашим семьям. Не хотел, говорит, Расулуллах, отягощать нам нашу разлуку с семьей, и нам, говорит, сказал: идите, говорит, сейчас с семьей тоже, говорит, побудьте, говорит, нас отправил, говорит, по домам. Анас, радiyallahu анху, говорил: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له وإن كان شاهدا زاره وإن كان مريضا عاده.
Анас, разияллаху анху, говорит, когда, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переставал, говорит, видеть своих сподвижников, кого-либо из них, он сразу, говорит, интересовался, если 3 дня кого-то не видел из асхабов, Расулуллах замечал, кого нету. Он спрашивал, где он? Если говорили, что он, значит, отлучился, уехал, Расулуллах, говорит, ему дуа делал. Если говорили, что он находится у себя, он приехал, Расулуллах, говорит, шел, его посещал. Если говорили, что этот асхаб заболел, пророк, алейхиссалату вассалам, его, говорит, посещал. Если 3 дня кого-то он не видел, он не оставлял, не делал, говорит, вид, что ничего не происходит. Сразу говорит, а что-то я такого-то не вижу. Где такой-то, где такой-то, где такой-то, говорит, у нас интересовался, говорит, и спрашивал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Приводится хадисы пророка, алейхиссалату вассалам. بينما نحن جلوس إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد مرتديا ببرد من النجرانية إذ تبعه أعرابي فأخذ بمجامع البرد إليه ثم جبذه إليه جبذة فإذا أثر البرد في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وضحك وقال ما شأنك؟ قال يا محمد مر لي من المال الذي عندك. قال صلى الله عليه وسلم مروا له. Однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, открыл, говорит, дверь мечети, вошел, говорит, в мечеть. Мы, говорит, сидели в мечети. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел, говорит, в мечеть. Когда он зашел в мечеть, к нему, говорит, за ним, говорит, пришел один бедуин, араб. Они были чуть грубыми людьми. Те, кто кочевые арабы, были чуть грубость, говорит, у них была. Пришел один бедуин, Расулуллах, говорит, на себя накинул, значит, бурду. Бурда — это, значит, теплая одежда, чуть грубая одежда, привезенная из Наджрана. Подошел, говорит, пророка, алейхиссалату вассалам. Держал за воротник пророка, алейхиссалату вассалам, хорошенько, говорит, его тянул. Заходит в мечеть. Держит пророк, алейхиссалату вассалам, за воротник, хорошенько трясет его и говорит, Мухаммад говорит, саллаллаху алейхи вассалям, то, что, говорит, есть у тебя из имущества, мне тоже, говорит, дай. Садака просит. Вот в такой грубой форме. Когда он так сделал, пророк, алейхиссалату вассалям, обернулся на него, посмотрел и засмеялся. Если кому-нибудь из наших, значит, чиновников, хакимов, если подошли бы, вот так сказали бы, то, что у тебя есть, чуть-чуть нам садака отдай, он развернулся бы, ударил бы, да? Расулуллах, который имел силу 40 мужчин, Расулуллах повернулся и засмеялся. Что тебе, говорит, надо? Он сказал, я Расулуллах, то, что есть у тебя имущество, вот это, говорит, мне тоже дай, говорит, садака. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, отдайте, говорит, ему то, что он просит. В другой версии хадиса, этого же хадиса, упоминается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ему сказал, я, говорит, тебе ничего не отдам, пока я не возьму за твой же воротник, и пока я не буду трясти, шея пророка, алейхиссалату вассалам, стала красной, когда он ее сильно потянул. Из-за грубости шея красная стала, когда тот человек потянул. Он сказал, Расулуллах, саллаллаху алейхи, я, говорит, тебе ничего не отдам, пока я не сделаю тобой то, что ты сделал, говорит, со мной. Вот пока я твою шею тоже не потяну, одежду, я, говорит, тебе ничего не отдам. Этот человек, говорит, сказал, я Расулаллах, я тебе, говорит, свою одежду вот так тянуть, говорит, я не дам. Пророк, алейхиссалату вассалам, спросил у него, почему не отдаешь? Он, говорит, сказал, потому что, говорит, я знаю, я Расулаллах, что ты никогда на грубостью не отвечаешь. Это, говорит, я знаю, поэтому, говорит, я не отдаю. Расулуллах засмеялся, улыбнулся, сказал, отдайте, говорит, ему имущество. Вот таким был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мягким, сострадательным, нежным, отзывчивым, помогающим асхабам, заботящимся о них
Дай Аллах нам любовь к этому посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, полноценной любовью, чтобы мы его любили, удостоились его шафаата, и чтобы Аллах Азза ва Джалля завтра, в судный день, в раю Фирдаусул А'ля, собрал всех нас в его маджлисах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля.